Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши Кушара. Сегодня в программе. В этом году Абхазия должна выйти в плоскость практических дел. Об этом сказал Аслан Бжани на расширенном совещании, посвященном итогам 2022 года. В Абиги презентовали двухтомник работ по истории Абхазии одного из ведущих специалистов по истории России XIX века Анатолия Фадеева. Откуда в республике появился новый вредитель афилинус, поражающий эвкалипты, и как с ним бороться? Итоги работы за 2022 год, а также планы на текущий год обсуждались на расширенном совещании, которое провел президент Аслан Бжани с участием членов правительства, депутатов парламента, глав администраций городов и районов. На совещании также присутствовали вице-президент Бадра Гунба, секретарь Совбеза Сергей Шамба, руководитель администрации президента Джансух Нанба. Подробности в репортаже Алики Трапш. С основным докладом о проделанной правительством работе за минувший год на расширенном совещании выступил премьер-министр Александр Анкваб. Глава правительства сообщил, что исполнение госбюджета в 2022 году составило 12 миллиардов 736 миллионов рублей, что больше установленных показателей на 1 миллиард 273 миллиона рублей. По отношению к первоначальным параметрам, установленным законом о республиканском бюджете, рост доходной части составил 1 миллиард 983 миллиона. В 2022 году налоговые доходы составили 6 миллиардов 309 миллионов, это 45,9% от общих показателей. Неналоговые доходы составили 1 миллиард 600 миллионов и безвозмездные поступления 5 миллиардов 827 миллионов. Основная доля в составе общего объема поступлений неналоговых доходов формировалась следующим образом. Доходы от внешнеэкономической деятельности – это 1 миллиард 26 миллионов 64,2%. Административные платежи и сборы – 9,8 миллионов 150 миллионов рублей. Штрафы и санкции, возмещение ущерба – 153 миллиона. Основная доля безвозмездных поступлений составляет финансовая помощь Российской Федерации, которая в 2022 году пришла в полном объеме – 5 миллиардов 708 миллионов или 45,9% от общих показателей. Эта помощь она была концентрированная. В целях социально-экономического развития объем 4 миллиарда 158 миллионов и в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации инвестпрограммы 1 миллиард 550 миллионов. Основная часть собственных доходов обеспечена поступлениями, которые администрирует Министерство по налогам и сборам и Государственный таможенный комитет. Надо отметить, что эти ведомства заметно активизировали работу. Исполнение доходной части республиканского бюджета составило более 10 миллиардов рублей. Это на 889 миллионов рублей больше уточненных параметров республиканского бюджета на 2022 год и на более чем на 1 миллиард по отношению к первоначальным параметрам. Поступление собственных доходов в республиканский бюджет составило 4 миллиарда 947 миллионов рублей при уточненных параметрах в размере 4 миллиарда 36 миллионов рублей. По словам Александра Анкваб, основными факторами, которые повлияли на увеличение поступления собственных доходов в республиканский бюджет 2022 года, стали расширение налогооблагаемой базы, в том числе через постановку на учет налогоплательщиков, которые ранее не были зарегистрированы, мобилизация просроченной задолженности, повышение качества администрирования налогов и сборов. Александр Анкваб также отметил рост доходов местных бюджетов. По поручению президента Аслана Бжани в 2022 году в энергетическую отрасль были инвестированы 566 миллионов рублей. В целях оптимизации энергообеспечения была разработана дорожная карта, в рамках которой были утверждены рамки тарифной политики на 5 лет и программа по установке приборов учета. Из средств республиканского бюджета на первом этапе приобретено 9 тысяч приборов. В нынешнем году планируется приобрести еще 10 тысяч. И на эти цели выделено 200 миллионов рублей, добавил Александр Анкваб. Нужна реабилитация передающих и распределительных сетей. Нужен строгий учет потребления электроэнергии. Нужна высокая собираемость платежей. При этом хочу подчеркнуть, что в условиях социально ориентированных бюджетных обязательств нашего государства в обозримом будущем, это завтра, послезавтра, республика не будет в состоянии создать полноценную энергетическую инфраструктуру без привлечения инвестиций. Это данность, которую не признать невозможно.
Президент Аслан Бжани отметил, что созданные в районах комиссии по противодействию незаконной добыче криптовалюты в последнее время работают не на должном уровне и поручил усилить их работу. Сейчас здесь даю поручение еще раз. Кристина Константиновна, министр внутренних дел, главы районов, придать импульс этой работе. Небольшой пример, для того, чтобы вы понимали. Вот если в доме, в домохозяйстве стоит всего 5 аппаратов, которые потребляют 2,5 киловатт-часов, если все это помножить на 365 дней, то годовое потребление 109 тысяч киловатт-часов. По нашему тарифу, по рубль 30, это 142 тысячи рублей. А по тому тарифу, который существует в России, если бы мы за него платили, это 350 тысяч рублей. Таких аппаратов около 50 тысяч в Абхазии, по нашим данным. И фактически вот эти люди, которые содержат у себя дома вот эти аппараты, обкрадывают фактически страну на 500 миллиарда рублей. Это объективная информация. Я понимаю, что многие закрывают глаза, сосед на соседа доносить информацию не будет, но объективная картина такая. Поэтому работу надо будет продолжить. В ходе совещания министр обороны Владимир Ануа доложил президенту о работе по части мобилизационной подготовки. Аслан Бжани особо подчеркнул, что вопрос обеспечения военной безопасности очень важен, и руководство страны делает все возможное в этом направлении. Руководство страны предпринимает все необходимые усилия для того, чтобы в этом направлении у нас все было закрыто твердо и прочно. Работы много, она идет. Государство изыскало возможности, обещало поддержку нам и бизнес-сообщества. Мы рассчитываем на то, что заявленные нами цели в этом плане будут достигнуты. С итогами о проделанной работе за 2022 год выступил министр внутренних дел Вальтер Будба. Общее число зарегистрированных преступлений в прошлом году – 795, раскрыто 733, совершено 235 тяжких преступлений и 190 особо тяжких. Вальтер Будба сообщил, что рост раскрываемости преступлений вырос на 58,7%. В ходе совещания министр внутренних дел также сообщил, что начальник госавтоинспекции Абхазии Батал Агарба подал в отставку. Как пояснил Будба, причиной отставки стала сложная ситуация на дорогах страны. Вальтер Будба также рассказал об инициативах по усилению ответственности за нарушение правил дорожного движения. К примеру, штраф за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии может быть увеличен с 12 до 50 тысяч рублей. Одно из поправок – это ужесточение. Значит, если ранее лицо, задержанное за управлением автотранспортом в нетрезвом состоянии, с первого раза мы не имели возможности лишить его права на управление автотранспортом. На сегодняшнем этапе в этих поправках как раз об этом и говорится. С первого раза лишать и размер штрафа увеличить с 12 тысяч до 50. Значит, вот эту категорию правонарушений мы хотим привести на нет. И еще у нас есть следующая проблема. Мы определяем лицо, управляющее автотранспортом в нетрезвом состоянии, просто как лицо, отказавшееся от освидетельствования, он проходит как лицо, управляющее автотранспортом в нетрезвом состоянии. Но нет разграничений в отношении лиц, употребляющих сильнодействующие наркотические вещества, и в отношении лиц, употребляющих алкоголь. Вот тут тоже мы внесли ряд поправок, просим, значит, мы сторонники того, чтобы лица, употребляющие тяжелые наркотики, были лишены на более длительный срок управления автотранспортом, так как мы понимаем, что это больные, зависимые люди. Президент поручил усилить работу правоохранительных органов. На совещании также выступили другие главы министерств, которые доложили о проделанной работе за 2022 год. Алика Трапш, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Видеозапись расширенного совещания президента Абхазии Аслана Бжани, посвященного итогам 2022 года, смотрите в нашей программе 25 января. Тарас Хагба назначен председателем Государственного комитета по делам молодежи и спорта. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжани. Еще одним указом президента начальником Государственного управления охраны историко-культурного наследия Абхазии назначен Гарик Сангуля. Следующим указом глава государства назначил на должность начальника Госуправления по государственной языковой политике Гунду Квицине.
Следственным управлением Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении бывшего инспектора отделения паспортизации паспортного отдела по городу Сухум паспортного управления МВД Виктории Джинджолия. Предварительным следствием установлено, что Джинджолия, являясь должностным лицом, действуя в нарушение закона о гражданстве Республики Абхазия, приняла от гражданина России Александра Лебедева документы для получения паспорта гражданина Республики Абхазия, среди которых в качестве документа, подтверждающего наличие гражданства Абхазии, имелась поддельная копия справки из комиссии по вопросам гражданства при президенте Абхазии, которая содержала заведомо ложные сведения. Джинджолия, ненадлежащая исполняя свои должностные обязанности, не предприняла меры по установлению подлинности данной справки. На основании подложного документа был изготовлен бланк паспорта гражданина Республики Абхазия на имя Лебедева и незаконно выдан ему. К другим новостям. Минздрав закупил и передал новое лабораторное оборудование Республиканскому центру по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Министр здравоохранения Эдуард Будба посетил медучреждение и поинтересовался у медиков, как проходит работа. Всего центру было передано лабораторное оборудование на сумму 1 миллион 472 тысячи рублей. Эдуард Будба также осмотрел проведенные работы по благоустройству территории республиканской больницы. В Абхазском институте гуманитарных исследований прошла презентация двухтомника одного из ведущих специалистов по истории России XIX века Анатолия Фадеева. В сборник известного советского историка, работавшего в 1930-е годы, в Абхазии вошли ряд его книг и статей, посвященных истории Абхазии и Восточного Причерноморья. Составители научного издания – доктор филологических наук, академик Академии наук Абхазии Вячеслав Чирикба и историк Алексей Дбар. Книга издана при финансовой поддержке фонда первого президента Абхазии. Шазина Ханагу расскажет подробнее. Неповторимая по красоте природа Абхазии всегда привлекала неординарных личностей, которые, связав с Абхазией свою жизнь, вносили значительный вклад в ее развитие. Одним из таких личностей был Анатолий Фадеев. Крупный советский ученый, один из ведущих специалистов по истории России XIX века, был тесно связан с Абхазией. Здесь в 1929 году началась его плодотворная научная и педагогическая деятельность. Анатолий Фадеев считался первым историком-марксистом в Абхазии. Фадееву было всего 23 года, когда он стал научным сотрудником АБНИКа. И он прямо сходу за 5 лет написал более 10 книг, выпустил в течение 5 лет. Из них, я лучше прочту, 4 научные работы по истории Абхазии, 4 путеводителя по Абхазии для туристов, причем все они были разными, не первое, второе, третье издание. Все 4 книги были совершенно разные. Вместе с Алексеем Аронянским. Вот. Потом он написал учебник по географии Абхазии для техникумов и 2 учебника по обществоведению, написанных совместно с Захаром Агарбом и изданных на абхазском языке в переводе Василия Ман. Двухтомник избранных сочинений Фадеева содержит его работы по истории Абхазии, изданные в 1930-е годы. Все они давно стали библиографической редкостью и представляют немалый интерес и в наше время. В 2 томах представлены наиболее важные работы. К примеру, одна из первых опубликованных им работ к вопросу о феодализме в Абхазии. В исследовании показаны особенности абхазского феодализма. Это была новаторская работа, где говорится о том, что в Абхазии не было крепостного права, но не было и свободных крестьян. Наиболее значимой работой Фадеева является большая статья «Убыхи в освободительном движении на Западном Кавказе». Эта работа является едва ли не первой и единственной, посвященной убыхам в советской историографии. Очень много написано о христианской реформе в Абхазии. Впервые тоже. Ее истоки, ее особенности. Почему она такой острый характер приняла. Он все это хорошо описывает в лицах. Вот, очень доступный язык. И кроме того, можно сказать о том, что он очень много сделал для того, чтобы готовить ряд работ у него, посвящены популяризации абхазской истории. Да? У него работы по
Значит, для туристов у него целый ряд книжек таких популярных вместе с Арынянским. О истории Абхазии довольно доступной, такой простой форме. Вот. И даже у него лекции для экскурсовода Абхазии очень много. Мы тоже опубликовали их, очень интересные лекции. Из-за массовых репрессий Фадеев стал подвергаться критике и преследованиям как лакубовский приспешник и вынужден был покинуть Абхазию. Заведующий отделом истории Абги Олег Бгажба впервые услышал о Фадееве от своего дедушки Андрея Чочуа, а увидел ученого в первый раз в 1962 году, когда собирался поступать в аспирантуру Института археологии Академии наук СССР. Ученые отмечали важность двухтомника, в котором переизданы научные статьи и книги Анатолия Фадеева касательно Абхазии. Долгожданное, получается, издание. Долго лет готовилось. Но в этом были свои плюсы, в том смысле, что материал пополнялся, и в итоге получился двухтомник. И поздравить всех, потому что появилась возможность фактически, как было уже отмечено, забытого или полузабытого автора, значит, заново прочитать. Здесь очень интересная его вещь опубликована к вопросу о кабанской культуре в Абхазии. Очень интересно. Он там ссылается на Стражева, на Лукина ссылается, говорит, что это очень интересные находки были сделаны, отдает дань Абно очень аккуратно, потому что это уже 1934 год, как писал, кстати говоря, Салакая, что уже Абхазия была как бы автономной частью Грузии. Он очень осторожничал, естественно. Финансовая помощь в издании двухтомника Анатолия Фадеева оказана фондом первого президента Абхазии Владислава Ардзенба. Это очень хорошие работы. Для меня, честно говоря, это было откровением. Я до этого очень мало знала этого автора, а когда я увидела их в собственных руках, я понимала, насколько это представляет ценность. Удивительно, просто можно с какими-то положениями не соглашаться, но фактически материал очень полезный. И я была рада, что нам удалось подготовить это издание. Тираж научного издания – 500 экземпляров. Двухтомный сборник избранных работ Анатолия Фадеева рассчитан на историков, краеведов и широкий круг читателей. Шазина Ханагуа, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. У абхазских предпринимателей появился свой профессиональный праздник. Асламжания подписал указ, согласно которому 25 октября в календаре республики станет Днем абхазского предпринимательства. Впервые его отметят в 2023 году. С инициативой ввести в Абхазии День абхазского предпринимателя в Народное собрание парламента республики вышла Торгово-промышленная палата. Парламентарии поддержали данное предложение. Защитники природы бьют тревогу. Вредитель афилинус, поражающий эвкалипты, захватывает все больше территорий. В социальной сети появились публикации о том, что половина высаженных в прошлом году эвкалиптов на Сухумской набережной заражены. И, скорее всего, они могут быть опасны для соседних эвкалиптов. Пользователи интернет-сети высказывают мнение, что завезенный ранее посадочный материал был заражен. Но что думают специалисты на этот счет? В теме разбиралась Асида Малия. Они помогли победить малярию, осушив болото, вечно зеленые эвкалипты. Эти красивые, с раскидистыми ветвями деревья не просто нужны, а крайне необходимы на прибрежной части Абхазии. Поглощая более 300 литров воды в сутки, эвкалипты способны осушить близлежащую территорию на расстоянии нескольких десятков метров. На стыке улицы Имама Шамиля и набережной Диаскуров около года назад благоустроители города начали спасательную операцию. Горожане знают, что в этих местах всегда влажно, вода застаивается, зимой даже заболочена. Мы связались по телефону с инженером по благоустройству города и узнали подробности о решении высадить эвкалипты на этом участке парка. Инженер по благоустройству города Кама Кутели рассказала нам и о трудностях, с которыми столкнулись в процессе высадки деревьев. В 2021 году администрация ООО «Ашта и Ко» были приобретены саженцы деревьев, это эвкалипта и дубков на штамбе. Прежде чем произвести высадку, мы обратились к экологам. Я лично вела беседу с Савелием Михайловичем. Мы подбирали место для посадки. Конец улицы Имама Шамиля, так как там заболоченное место. Место, куда часто наши гости
спускаются, это выход к морю. Этот участок был очень сложный. Видимо, впоследствии стройки было очень много строительного мусора, которое сверху еще поросло землей. Очень долго и тщательно выкапывали лунки, привезли туда хороший грунт, был обильный полив ежедневно. В месяц раз-два наш агроном делает такую своего рода ревизию. Но все было бы замечательно, если бы не вредители, замеченные на листве нижних ветвей эвкалиптов. В социальной сети появилась публикация о том, что половина деревьев заражены, и, скорее всего, они могут быть опасны для соседних эвкалиптов. У пользователей интернет-сети есть мнение, что завезенный посадочный материал был заражен. Я присутствовала во время посадки и видела, как агроном смотрел каждое дерево. Мы не могли упустить. Лично я сразу набрала агроному, спросила, как это было возможно. Он подтвердил, что деревья были достаточно здоровыми, и болезнь, возможно, как он мне объяснил, они могли заразиться там в течение всего этого времени. Кстати, саженцы эвкалиптов были приобретены 3 года назад, а высажены лишь год назад. Все это время о деревьях заботились Вашта Групп. Обильно поливали, профилактически орошали, следили за здоровьем. Но самое важное звено в цепи – госинспекция по карантину растений. Инспекторы этой службы обязаны на этапе ввоза в Абхазию любого посадочного материала проверять на наличие инвазивных вредителей. В случае, когда таковые обнаружены, запретить ввоз или же уничтожить растения. Завозится, наши проверяют, есть ли там вредители или болезни. Если там есть, мы, естественно, имеем право или вернуть вообще, если карантинный объект или карантинные болезни какие-то, мы имеем или сжечь вообще, или убрать, вы понимаете. Тут мы строго следим за этими процессами. Но сегодня, когда допустим, Вашта Групп, таких очень много. И мы, конечно, следим. Опять же, каждый раз через определенное время приезжаем, проверяем, есть ли там какие-нибудь вредители болезни. Но там есть у них свои агрономы. Они тоже сами проводят. Да. По словам начальника госинспекции Аркадия Джинджал, обследование ввозимого посадочного материала осуществляют не только на границе, но и на местах. А в случае с эвкалиптами инспекторы дали заключение о том, что посадочный материал не болен, а вредитель на деревьях обнаружился спустя лишь год после посадки. Это вредитель. Называется афилямус. Это не сегодня появилось. Года 3-4 назад наши инспектора обнаружили в Гагарском районе. Естественно, образцы отобрали, привезли, посмотрели, установили, что за вредитель, дали рекомендации управления сельского хозяйства. Но сегодня, да, есть повреждения серьезно. Таким образом, возникает версия, что деревья изначально были здоровы и заразились уже в парке, с учетом того, что названный вредитель облюбовал абхазские эвкалипты вот уже 3-й год как. Конечно же, к лечению новых насаждений приступят, но только в марте, в самый подходящий для этого период. Асида Малия, Раму Камкия, Абхазское телевидение. 7 февраля в концертном зале Абхазского государственного драматического театра пройдет мастер-класс бас-гитариста Антона Давидянца и вокалистки Лауры Водяницкой. Как сообщает пресс-служба Минкульта, прислать заявку на участие в мастер-классе нужно на электронный адрес Министерства культуры. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 25 января на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 1,6, днем 8-13 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.